Добрый день, уважаемые абитуриенты. Моя фамилия Исхаков Фанис Фаннурович. Я доцент кафедры экологии, географии и природопользования. Мы сегодня с вами пробежимся по процедуре вступительных испытаний. Вот перед вами основные требования, которые вам придется выполнить. Во-первых, тестирование, количество вопросов 25, минимальное количество баллов, которые вы должны получить 40%, 40 баллов, максимальное 100. Это означает, что из 25 вопросов вы должны правильно ответить на 10 вопросов. Структура тестовых заданий ниже написана. Это структура, значит, по видам экосистема, популяция сообщества, организм и среда, проблемы биосферы и глобальные экологические проблемы. Ну, тут, наверное, мы с вами уже полностью, видимо, не будем разбирать. Тут и так понятно. Просто напоминаю, что самая первая структурная единица тестовых заданий – это экосистема. Экосистема – это та структурная единица, которая, например, характерна для экологии. Это примерно как атомы, молекулы химии, электроны, позитроны, нейтроны физики. То есть для экологии экосистема является основным понятием. Дальше. У вас будет одна всего лишь попытка. В течение 60 минут вы должны решить вот эти 25 вопросов. Дальше. Экзамен будет сдаваться дистанционно. Это означает, что первый вход через логин-пароль отправлен на электронную почту, то есть папки спама у вас будет. Дальше последующее посещение под своим паролем, который вы меняете при первом входе на учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно фотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно ваше лицо и, главное, разворот паспорта, то есть где стоит фотография и ваша фамилия. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. Я уже вам сказал, у вас всего одна попытка, и это всего 60 минут. Но в конце еще вам, значит, в конце консультации будет пошаговая инструкция сдачи вступительного экзамена, который у вас будет уже идти под 5 пунктом. Дальше. Расписание вступительных экзаменов. Здесь все написано. Естественно, вы выбираете бакалавриат. С правой стороны видите желтый указатель расписание консультаций, где четко все ясно прописано. Вот, например, в нашем случае это экологические основы природопользования. Значит, консультация будет 21-го. И в зависимости от даты подачи документов у вас как раз вот здесь прописаны, значит, сроки сдачи вступительных испытаний. То есть первые подавшие документы с 20 июня по 20 июля у вас будет экзамен 22-го. Резерв – это когда абитуриент по каким-либо причинам веским, у него есть резервный день 26 июля. Дальше следующий срок – это сдача экзамена 15 августа. Это тоже зависит от того, в какое время вы будете сдавать свои документы. И следующий срок 18 августа. И самый последний срок – это 13 сентября. То есть с 10 часов до 22 часов вы имеете право зайти и решить эти тестовые задания. Программа. Дальше у нас, значит, программа вступительных испытаний. Соответственно, здесь указана, вернее, программа. Что из себя представляет программа? Здесь прописаны особенности. То есть, для того, чтобы пройти вступительные испытания, у вас должен быть персональный компьютер, микрофон, камера. Значит, во время решения тестовых заданий вы не должны пользоваться литературой, то есть вы всегда должны быть на виду. Дальше, третье лицо или кто-то другой за вас тоже не должен решать вот эти тестовые задания. Поэтому ваша обязанность именно иметь под рукой персональный компьютер
с чисто техническими возможностями, которые вот здесь прописаны. И, естественно, тестовые, значит, ответы на тестовые задания, конечно же, не нужно искать в интернете, потому что это все будет уже фиксироваться. Дальше. Примерные задания. Примерные задания, тут, собственно говоря, что? Значит, будут вопросы. На каждый вопрос у вас будет дан 4 ответа. Из 4 предложенных ответов вы выбираете один из ответов. Поскольку структура тестовых заданий мы уже проговорили, там будут разные тестовые задания, касающиеся экосистемы, популяции, глобальных проблем, проблемы биосферы. И в итоге, значит, что? В итоге вы должны набрать, вернее, ответить на 10 вопросов. Рекомендуемая литература. Ну, собственно говоря, здесь приведены основные источники, которые вы должны изучить. Ответы на те вопросы, которые в тестовом даны, они здесь вы должны будете получить, потому что здесь основные, значит, источники. И мои контакты дополнительно, значит, Исхаков Фанис Фанурович. Здесь моя почта и телефон горячей линии. В случае возникновения каких-то вопросов или в день консультации, если у вас будут какие-то вопросы, вы напишите мне на личную почту. И я постараюсь вам ответить. И я считаю, что на этом я, собственно говоря, хочу с вами попрощаться. Благодарю за внимание. До свидания. До встречи. Ждем.